Булат, добрый вечер. Расскажи, где мы сегодня встретились, что это за место? Всем привет, Хайрлики Кишлер. Сейчас мы находимся в штабе «Татар», одном из самых оживленных и душевных мест города Москвы. Всех приглашаем сюда, потому что через видео не показать ту атмосферу, которая у нас происходит здесь. Только придя сюда, это абсолютно бесплатно для первокурсников. Для кого-то постарше, возможно, потребуется только ваше заряженное настроение. Сегодня у нас 25 января. В этот день в Москве отмечают несколько праздников, но один из самых известных из них – это День студента. Ты учишься в вузе. Расскажи, какие у вас есть организации в вузе и какая деятельность ведется? У нас есть много организаций, начиная с студсовета, заканчивая клубом интернациональной дружбы, где находится очень много землячеств, там армянское, азербайджанское, татарское землячество, где я являюсь активистом. День студенчества для каждого из нас важен, потому что именно этот день объединяет всех ребят, которые учатся в вузе. И очень классно, что штаб «Татар» и другие организации, Татарский культурный центр, полпредства Республики Татарстан, делает все, чтобы этот день прошел как можно насыщеннее, ярче, оживленнее и остался в памяти надолго. Хороший ответ. Действительно, в вузах очень много разных интересных студенческих организаций. Булат, у нас парень-то явно видный. Никто не будет в этом сомневаться. Почему ты выбрал именно штаб «Татар» сегодня вечером? Ведь тебя явно приглашали много разных интересных компаний. Если говорить откровенно, в первую очередь, потому что я татарин, и все-таки с родными людьми, с родным языком намного, скажем так, ближе вечер проводится. А другие ребята, которые компании меня звали, это вся ночь еще впереди. Все у нас идет по плану, так что сначала начнем мы здесь, закончим где-нибудь в Московской области, Алаберсе. В общем, нигде никому не отказываем, всегда соглашаемся, на все тусовки ездим, ребят. Особенно, когда это наш день. Нам очень приятно, что ты сегодня с нами. Расскажи, как другим узнать о штабе и как в него попасть, что для этого нужно. Многие ведь где-то краем уха слышат о штабе «Татар», но по каким-то причинам не приходят. Вот что ты посоветуешь таким ребятам? В первую очередь, ребят, которые смотрят, наверное, уже догадываются, что есть такое место штаб «Татар». Если у вас есть землячество в вузе, то обязательно хоть один человек хоть когда-нибудь был здесь. И, например, вот как я поступил, и как я сюда попал, я спросил у своих друзей, каково это там, как там, интересно, неинтересно. И, конечно же, вместе с ними пошел, потому что иногда одному сделать первый шаг, хотя вроде такой, незначительный, прийти в новую компанию, вроде как не такой сложный, для многих это составляет трудности, поэтому лучше прийти в компании друзей, они тебя обязательно познакомить с кем-нибудь. Если вы смотрите видео, можете ко мне подходить, знакомиться. Вот у нас есть телеведущий, который тоже открыт к диалогам всем, ко всем разговорам. Вот у нас ребята на фоне и в игру играют, там у нас ребята играют на баяне, кто-то болтает, сидит, пьет чай. Каким ты видишь будущее штаба «Татар» и что тебе здесь не хватает, чего бы тебе хотелось добавить? Я считаю, что как можно больше татар здесь нужно, как можно больше заряженных ребят, больше улыбок должно быть. Учитывая то, что у нас здесь очень активно развивается медиаштаб, который делает всякие интересные видеоролики для самого штаба. Тут у нас развиваются люди, которые поют. Это классная основа для, скажем так, большего охвата вашей аудитории, если у вас есть телеграм-канал. И вот именно эти ребята здесь очень сильно не хватает. Мы всех здесь сильно ждем. Для вас открыты новые, скажем так, места в классной, заряженной компании, которая всегда будет вас поддерживать на любом этапе, начиная от самого маленького канала, продолжая инстаграма на 200 тысяч подписчиков. Добрый вечер. Расскажи, где мы вообще познакомились? Что это за место, что это за здание? Всем добрый вечер, Хайрлики Кишлер. Мы в штабе «Татар» города Москвы. Даже я бы сказала, что татары и башкир. Здесь собираются молодые люди, студенты обычно, общаются, нетворкятся, играют, поют песни народные и веселятся. В общем, поддерживают татарскую культуру. Я сегодня весь вечер пытался вспомнить слово «нетворкинг». Я с чем его только не перепутал. Я пытался вспомнить, как называется этот процесс. Как ты считаешь, важно ли общаться с людьми, знакомиться? Что это дает тебе лично?
я считаю, что важно знакомиться с новыми людьми, потому что мы узнаем новые вещи, развиваем новые нейронные связи в мозге и становимся умнее и разностороннее. Наша жизнь приобретает новые краски, и я считаю, что это, естественно, необходимо каждому человеку, потому что мы живем в социуме, человек — социальное существо, и нам это необходимо. Ты очень симпатичная. Расскажи, где-нибудь участвуешь, может быть, в каких-то конкурсах или мероприятиях? Да, я финалистка международного конкурса «Татар-КЗ», это «Мисс Татарка». Вот. Я представляла Московскую область, то есть в 2025 году я «Мисс Татарка» Московской области и представляла нашу область во всем мире. Вот. У нас был конкурс, полуфинал проходил в Казани, и финал проходил в Оренбурге. Вот. И, в общем, такой вот у меня есть опыт, которым я активно делюсь, и приглашаю девочек из Москвы и Московской области участвовать в следующем году. Расскажи, насколько сложно было готовиться к этому конкурсу? На самом деле не супер сложно. Самый главный критерий — это знание татарского языка, то есть ты должен уметь разговаривать, объясняться, уметь читать, писать и так далее. Важно уметь готовить национальные блюда, уметь танцевать национальные танцы, петь. В общем, все умения, которые должна уметь делать татар-КЗ, то есть татарка. А ты хорошо разговариваешь на татарском? Я носитель татарского языка, и я хорошо разговариваю на нем. И последний вопрос. Какое твое любимое татарское блюдо? И умеешь ли ты его готовить? Мое любимое татарское блюдо — это тухма-шаши, то есть суп-лапша. Я умею его готовить. Я как раз готовила его на конкурсе «Татар-КЗ». Было очень вкусно. Другие блюда тоже учусь готовить потихонечку. Очень люблю татарскую кухню и стараюсь ее распространять, знакомить своих друзей, различных знакомых с татарской кухней. Всегда рекомендую, и всем очень нравится. Добрый вечер, Михаил. Расскажи, как ты узнал о штабе татар и в какой раз ты сюда пришел? Добрый вечер. Меня вообще сюда привел друг Надир, мой очень хороший друг, которым я очень сильно дорожу. И он меня сюда привел еще на первом курсе, то есть я здесь уже не первый год. Чем ты занимаешься? Где ты учишься и работаешь ли ты по профессии? Я учусь в Российском университете транспорта на Менделеевской. Приходите, поступайте, у нас очень классно. На инженера-конструктора учусь, специализация локомотивы. Вот. Приходите на железной дороге, пользуйтесь поездами, игнорируйте самолеты. А работаю я по профессии в Трансмаш-холдинге. Расскажи, много ли в университете транспорта татар и есть ли определенные землячества? Вообще у нас, к сожалению, это вообще не развито, у нас нет землячеств. Татары есть везде. Но вот именно землячеств у нас, к сожалению, нет, а очень бы хотелось на самом деле. Да, это проблема, что во многих университетах крупных нету своих землячеств. А знаешь ли ты, помимо штаба татар, о других, назовем их, тусовках или сходках, где собирается молодежь? Это и в мафию собираются в антикафе, там какие-то тусовки а-ля Рахат проводят. Но я вот хожу чисто в штаб татар и все, потому что у меня только на него время и есть. Вот, на самом деле. В штабе татар все очень открытые, добрые, дружелюбные. Вообще, когда человек в первый раз слышит о нем, наверное, ему кажется, а зачем я туда пойду, что я там буду делать? Было ли у тебя такое ощущение, или ты сразу пришел, когда тебя позвали? И как твои ожидания встретились с реальностью? Совпали, не совпали? Наверное, самое главное здесь просто влиться сюда, найти себе знакомых, с которыми ты будешь здесь встречаться и общаться. Ожидания. У меня не было каких-то ожиданий от этого места, но каждый раз я сюда прихожу заряжаться татарской энергией. Да, это самое главное, в большой столице не потерять себя и знать, куда можно прийти, чтобы зарядиться татарской энергией. Добрый вечер, сегодня у нас в гостях Меня зовут Искандер. Искандер сам родом из Татарстана, из прекрасного, родного всем Татарстана. Он окончил школу и поступил в Москву. В Москве он учится на современную профессию программист. Расскажи, как программисту узнать о штабе татар? Что для этого нужно? Мне кажется, в целом нужно просто больше общаться с знакомыми из Татарстана. Вот, потому что меня самого сюда пригласил, получается, мой друг, который тоже из Татарстана, с которым мы общались. Вот.
Так бы, мне кажется, без друзей, которые тоже татары, которые сюда ходят, я бы никогда, наверное, не узнал про вот это место. Поэтому надо просто больше общаться, больше круг знакомств из Татарстана. Ну, не обязательно из Татарстана, главное, чтобы они татары были и посещали штаб татар. Очень хорошие слова, да. Штаб татар должен расширяться, потому что здесь собираются прекрасные, интересные люди, хорошие личности, от которых можно многое подчерпнуть. Расскажи, ты сколько всего времени здесь в штабе татар находишься, там сколько месяцев, лет, и что ты самое интересное для себя запомнил и узнал? Я, наверное, пришел 6-й раз за все время, а так 2 года вроде бы с первого прихода. Ну, самое интересное, что я для себя подчеркнул, это... Я считаю, что самое главное, это приятное общение с людьми, новые знакомства, вот, какие-то новые знания, может быть, навыки. Я бы не сказал, что подчеркнул, но вот именно знакомство с новыми людьми и просто приятное общение, это вот самое главное. Участвуешь ли ты в каких-то других активностях? Может быть, татарский культурный центр или что-то иное, землячество в вузах? У нас в вузе нету землячества татарского. Если кто-то запустит, я бы мог как-то помочь, но я сейчас уже, заканчиваю вуз. Вот. И татарский культурный центр тоже не хожу. Я вот ходил только на ифтары в Рамадан, когда, получается, проводили для татарской молодежи ифтары. Вот. Помимо штаба и ифтаров никуда не ходил. У нас скоро будет месяц ифтаров в штабе татар. Ты планируешь их посещать? Не знаю, смогу ли посещать именно в штабе татар, потому что бывают ифтары просто для татарской молодежи, которые вроде бы, насколько я знаю, не связаны со штабом. Но если в штабе будут, и я буду свободен в этот вечер, то планирую приходить, да. А как хорошо ты знаешь татарский язык? Может быть, расскажешь о каком-нибудь деятеле из Татарстана или о татарине известном, вот который тебе нравится? Не знаю, можешь ли назвать его кумиром, но просто если вот спрашивают тебя кто-нибудь, как я, о известном татарине, вот о ком ты скажешь? Ну, первый вопрос насчет моего уровня татарского. Я считаю, что достаточно хороший, потому что у меня мама доктор наук. Вот, и в целом у нас в семье всегда общение на татарском. Общаться могу спокойно, но именно каких-то деятелей и всего такого я не сильно знаю, потому что я особо не культурный человек. Вот, если спросят по какого-то татарского деятеля, то я, наверное, назову писателей. Это Абдулла Тукай, Муса Джалиль. Может быть, каких-то религиозных деятелей смогу назвать. Но тоже прям наизусть их историю я, к сожалению, не знаю. Я вот не умею такое изучать. Aşkın